Доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и приглашаем интересных, знающих собеседников. Сегодня их целых два. Это российский адвокат наших военнопленных моряков, который уже на свободе в Украине, Николай Полозов. И украинский адвокат. Уже украинский адвокат тоже. Вот так вот. И второй наш гость – это редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, известный журналист, аналитик, который много писал об этом обмене в том числе. Привет. Вечер добрый. Ну, для начала я хотел бы напомнить, что у нас есть возможность для связи прямой со студией, так как эфир у нас прямой. Это Viber, +38 073 419 4158. И можно даже по скайпу позвонить и лично задать вопросы любому из гостей или им обоим. Это atr.tv. Ну и тема понятна, с которой мы начнем. И, наверное, так большинство времени здесь не все посвятим ей. Это обмен пленными, хотя его неправильно называть обменом пленными, как Полозов рассказал. Это взаимное освобождение, да, так называется, Коль? Не обмен. Ну да, это взаимное освобождение по разным процессуальным основаниям. Вот. Но, тем не менее, по факту политический это обмен. Политический. Причем обмен один к одному. Да? И вот много писали. Я понимаю, что это не тебе оценивать, все-таки, поэтому Юрий переадресует вопрос. Много писали о том, что обмен неравноценный, обмен какой-то такой с подводными камнями и так далее, и так далее. Вот равноценный или неравноценный этот обмен, вот с точки зрения тебя, ты в процессе в этом было, читал твой Facebook и понимаешь, что ты в курсе всего, что происходило, или много историй? Ну, там, где стоимость любого решения человеческая жизнь, нет такой шкалы ценности человеческой жизни. Это ценно, это не ценно. То есть то, что вернули людей своих, неважно каких, граждан Украины, не все из них даже были лояльны, в общем, там, украинские власти, да, но они наши граждане, они сидели в тюрьме просто потому, что они украинцы. То, что их вернули, это большое достижение, и это очень правильно, и сомнений никаких в том, что это необходимо было делать, у меня нет. Ну, а вот, Коль, скажи, пожалуйста, а с точки зрения адвоката, да? С точки зрения человека, который уже вытаскивал людей, ну, не в таком количестве, все-таки моряков 24 человека и так далее, это такая более масштабная работа, но уже были подобные вещи, связанные с обменами. Тебе кажется обмен этот справедливым, ну, с точки зрения человеческой, политической, какой угодно? Нет, но, конечно же, ключевым вопросом, который касается украинских политзаключенных и военнопленных, которые находятся в российских тюрьмах, в самой России, в оккупированном Крыму, является вопрос их освобождения. Здесь даже, наверное, не имеет значения, какая именно процедура, не имеет значения, кого отдали взамен, имеет значение, что эти люди вернулись домой. А количество имеет значение тех людей, которых отдали взамен? Вот этот обмен, он действительно 35 на 35? Ну, да? Уже избитая абсолютно история с этим израильским капралом Дилатом, да, что вот на него поменяли там какое-то безумное количество. Но это вообще равный, получается, обмен 35 на 35? Это... Ну, нет такой шкалы. На самом деле это всегда объясняется разной политической ситуацией. Обмен Гилада Шалита, на самом деле, он тоже не совсем вписывается в наши рамки представления о ситуации. То есть, первое, он длился несколько лет. 4 года шло обсуждение руководством Израиля степени опасности тех или иных террористов. Это была гораздо более прозрачная и долгая ситуация, чем у нас. А второе, надо сказать, что Израиль не менял одного на 1000. Израиль менял всех на всех. Это принципиальное отличие от ситуации. Все пленные, это был один Гилад Шалит на тот момент. И таких обменов Израиль сделал 2. У них один раз было 6 пленных, в другой раз 1 пленный, и они меняли всех. В этом был смысл большого обмена для Израиля. Это не наша ситуация. Израиль если не идет на уступки террористам, и такие обмены всегда были связаны с тем, чтобы ни одного израильского военнослужащего не было. Более того, Израиль не только военнослужащих менял на террористов, он даже тела своих военнослужащих, погибших, которые были у террористов, тоже менял на десятки задержанных. На живых людей. На живых, да. То есть это, скажем, отличие от нас ситуация. То есть в каждой стране, в каждой войне есть своя политическая логика.
Здесь на самом деле тоже, если мы посмотрим на тех, кого мы выдавали, мы, например, выдали нескольких задержанных за терроризм, за шпионаж, за предательство страны, за измену государственным интересам, людей, которые не хотели вообще идти на обмен, Вот которых вопрос, мы который вообще я хотел задать. выгнали из Украины вопреки их желанию. Например, кто это? Ну, первое, это Кирилл Вышинский. Это бывший украинский журналист, который тайно стал гражданином Российской Федерации. Ну, это он на словах не хотел. Он же тут все-таки сидел. Если бы- Нет, он категорически не хотел, потому что получать 53 тысячи евро в месяц на заведение войны информационной против Украины можно только если ты сидишь в Киеве и выдаешь себя за украинского журналиста. Посмотрим, что он будет получать в то Москве. есть заработок был Он хороший? очень, ну, это то, что установлено по материалам Службы безопасности Украины, оглашенная информация. Естественно, он уже заявил в Москве, что он гордится орденами от Российской Федерации и очень хочет вернуться обратно в На Украину. заработки. Опять к бандеровцам, потому что здесь лучше платят. Кому он нужен в Москве? Безусловно, там он не будет никому интересен. Мы видим, кроме Киселева, вообще никто не приехал его встречать. А второй пример – это боевик, террорист ДНР, тоже Аркадий Жидких, которого мы выдали. Это такой типичный достаточно российский наемник, у которого были проблемы с законом в Российской Федерации, уголовные преступления. И его выгнали сюда на войну. Он тут воевал, а потом Украина его взяла в плен. И теперь его опять выдают в Россию. Он тоже не хотел уезжать, потому что он не хотел там сидеть в тюрьме. Вот. Здесь спокойно в украинском СИЗО гораздо Да, у нас удобнее. сидеть комфортно таким людям, и их освобождают периодически вообще. Да. Мы знаем кучу примеров там. А вот интересно, как с юридической точки зрения вы оцените то, что людей, во-первых, граждан Украины отдали, да? Что вообще это прямое нарушение Конституции, если вот смотреть на нее вот как на прямой документ прямого действия. Нельзя выдавать граждан Украины, выдали. Да? Ну, это вопрос детали. процедуры. Но плюс ты говоришь, что еще и они и не хотели, по крайней мере, эти двое, да? которых Эти ты двое. сказал, Ну да? смотри, за время войны, давай сразу скажем, ничего такого уникального, особенного не произошло. За время войны мы выдали на обмен, я думаю, несколько тысяч. Тоже мы вернули 3200 как минимум, а я думаю, так реально под 4000 своих граждан. Только по официальным данным 3200 человек было за 5 лет уже возвращено до этого обмена. И меняли их не только на россиян, а в основном меняли на несколько сотен, даже, думаю, более 1000 граждан Украины, которые были предателями, террористами, принимали Ну, участие Юра, в это нападении на украинскую армию. в рамках войны на Донбассе. Это те, кто воевал против нас здесь оказывались, да, и наши пленные. Вот это Не такие только. примеры. Террористы, это сторонники, агитаторы, сторонники за Российскую Федерацию, захваченные не только в зоне фронтовых боевых действий, не только с оружием в руках, но и, например, за проведение антигосударственных акций, провокаций, которые были направлены на подрыв государственного строя. А обмен это был с РФ или обмен был формально с этими с боевиками? Обмены всегда были разные. Были обмены напрямую с Российской Федерацией. Например, так известных 11 десантников российской 98-й воздушно-десантной дивизии обменяли в Гоптовке, в Харьковской области, в Российскую да. Федерацию. Да, то есть их обменяли примерно там почти на 200 украинских военнослужащих. 11 на 200. Да, потому Это что... вот то, о чем ты говоришь, что нет тут равноценности Абсолютно понятия. никакой. Там было взято в плен целое подразделение, и Путин обменял их буквально за несколько дней. Даже через неделю они уже были дома. Потому что наличие в наших руках целого подразделения российской армии регулярной, это была лучшая демонстрация того, что Россия вторглась в Украину. Я вот слышал, знаете что, в ходе обсуждения этого обмена, ну, такие разные мнения, очень радикальные, и от разных людей, которых нельзя даже заподозрить в том, что они там неискренние. Но вот некоторые, вот я слышал такое даже застережение, что раз вот такое состоялось, то могут, в принципе, любого гражданина Украины взять и выдать России. Это действительно так? Или это какой-то особый совершенно случай, как-то оговоренный? Вот, понимаешь, Не в чем любого, дело? конечно. То есть тот человек, которого Россия требует выдать в обмен, на обмен, то есть террориста. требование должно То есть быть. человек, действительно, который захвачен с оружием в руках, которые действительно были случаи, да, даже без осуждения выдавали. Потому что человек захвачен с оружием в руках. С ним все понятно. Это война, надо спасти жизни наших. И если выдают срочно наших людей в обмен на врага,
Это делалось быстро, без формальностей, даже без оформления То есть суда. война, она корректирует такие вещи юридически, да? Это да, она корректирует, но это касается, скажем так, тех людей, которые находятся в ОРДЛО, так и называемом, да. Те, кто находится, скажем так, по большей части, хотя были тоже исключения, например, те же пограничники, которых там обменивали очень быстро, да, те, кто находится в рамках российской юрисдикции, будь то в самой России или в оккупированном Крыму, они там все-таки стараются определенные процедуры соблюдать. Ну вот, выдали людей по требованию России, правильно? Среди этих людей еще, по-моему, одесские товарищи, да, которых Кремль никогда не признавал своими. Они говорили, что это какие-то там, активисты местные. А оказалось, это, видимо, штаб ГРУ там, который сидел, да? Их тоже несколько человек, ты знаешь, да, комментаторы? Безусловно, да. То есть это участники событий 2 мая. На самом деле их уже выдавали на обмен, часть в том числе из этой группы, то есть уже выдавали. В принципе, по сути, участников самых разных антигосударственных вот таких шествий, направленных на захват власти, на свержение государственных органов, их выдавали по николаевским событиям, по одесским событиям, по Харькову, то есть по Днепропетровску. Такие обмены уже происходили. Я хочу, чтобы мы, кстати, вспомним, что в аэропорту прямо у Зеленского спросили про дальнейшие действия. Обмен большой, но большинство людей остается еще. И, кстати, ты подтверждаешь те цифры, что более 200 человек это те, которые на Донбассе находятся в ходе боевых действий или при разных обстоятельствах, оказавшиеся в тюрьмах. Да? И еще около 100 человек, 86 разные цифры называют, это люди, которые в тюрьмах РФ и оккупированного Крыма находятся. Так это? Точной информации нет, потому что нет открытого единого публичного списка данных, которые можно было бы проверить. Это как раз одна из проблем обмена, потому что когда у нас даются оценочные данные, это все непроверяемая на самом деле информация. Если бы она была где-то опубликована, тогда можно было бы ее сверить с реальностью. А так это цифры, которые существуют абстрактно, и мы не можем оценить их. По различным оценкам, которые я слышал в украинских спецслужбах, на данный момент незаконно удерживается в заложниках в России, на оккупированных территориях свыше 400 украинских граждан. Я думаю, что вполне возможно, это даже не окончательная цифра, потому что есть как минимум 5 различных категорий людей, которых удерживают в плену. Провести учет этих категорий, с моей точки зрения, просто невозможно, поскольку на оккупированных территориях и прежде всего на Донбассе отсутствуют ООН, ОБСЕ, они проверки только в наших тюрьмах проводят, туда они боятся ехать, поэтому никаких правозащитников там нет, адвокатов нет, не работают адвокаты, и никакие международные миссии не проверяют состояние мест заключения. Поэтому все это мы знаем только на словах каких-то людей, очень условно, все это не конкретно. Часто бывают случаи, они дают данные, человека у нас нет, потом выясняется, он есть. Поэтому нет объективных данных, но то, что я слышал, оценочные данные, это да, порядка 400 человек, не менее. Но это еще и вопрос критериев прежде всего, потому что в российских тюрьмах в настоящий момент находится несколько тысяч граждан Украины. Да, многие из них это простой криминал, да, которые в России совершили какие-то преступления, попались и так далее. И здесь вопрос подхода, кто может считаться политзаключенным, кто не может. Аж бывают случаи, когда российские власти обвиняют по таким бытовым преступлениям, людей преследуют фактически по политическим причинам. Я хочу посмотреть, чтобы мы посмотрели синхрон Зеленского из аэропорта. Его спросили, что дальше-то делать. Вроде праздник и действительно очень радостное событие, но многие еще остались и остаются там. Далі будемо ми наближуватись до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати у Мінському вже процесі розведення військ 2 етапами. Золоте Петрівське спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню в повній мірі і припинення війни. І після цього буде найскладніший етап, і ми до цього віримо в це. Я думаю, разом з вами, разом з усією країною ми повернемо
не тільки людей, і наші території. Ну вот я Коле Ползу хочу адресовать вопрос. Там еще был кусочек, где про крымских татар говорили, спрашивали, что делать. Он говорит, вот это следующий вопрос, которым займемся там наиближшим часом, ну, в ближайшее время. В чем особенность дел крымско-татарских, людей, которых часто уже вывезли даже на территорию России, да? У них огромные сроки, их обвиняют по террористическим каким-то жутким совершенно статьям. Да? Среди них гражданские активисты, которые снимали протесты, которые снимали суды, которые, ну, полно там разных людей. И простые люди есть, и фермеры, и кто только угодно. Они все у них называются террористами вот, с непонятных причин. И этих людей очень много. Вот я слышал статистику, что 86 всего политзаключенных, вот не считая то, о чем Гербутусов говорил, что вот на неподконтрольных территориях, а вот те, что учтенные, те, что прошли жернова российской системы, вот этой правоохранительной так называемой, из 86 человек, как я слышал, значит, и фамилии, был список 70 крымских татар. Вот каковы особенности защиты этих людей, как их вытаскивать? Вот Владимир Зеленский сказал, что он постарается сделать как можно быстрее. Каким образом можно их вытащить? Нет, но здесь же важно понимать, что понятно, что переговоры эти будут продолжаться, я надеюсь. И, собственно, когда он говорит, что будет дальнейшее действие, это означает, что будут продолжены переговоры. То есть уже проложен какой-то первый мостик, есть какие-то взаимодействия между офисом президента, администрацией Путина, и, соответственно, они уже нашли какой-то контакт. Главная проблема же она в чем заключается? В том, есть ли у Кремля интерес что-то получать за этих людей или, скажем так, избежать чего-то, что наступит, если этих людей не отпустить. Да? Почему сейчас это произошло? Для меня очевидно, что, конечно же, триггером это было решение приказ трибунала. Да, и угроза санкций за неисполнение решения трибунала, она подстегнула этот переговорный процесс, она обусловила те условия, те обстоятельства, при которых шли эти переговоры. И время. И время. Ну, проще говоря, если бы за крымских татар, которых удерживают там по этим огромным срокам, Запад бы накладывал санкции, вот персонально за Салиева, персонально за Мустафаева, персонально там за Мемедиминова и так далее. Или за всех вместе. Или за всех вместе. Например. Да вот сразу бы он отдал и сказал, забирайте, не нужно нам этих санкций и так далее. Не давит, значит, и нет необходимости шевелиться. Вот это главная проблема. Почему освободили моряков? Угроза санкций. Почему не освобождают остальных? Да нет угрозы санкций, поэтому и не печатают. Это все очень цинично. Абсолютно. Да. Скажи, пожалуйста, вот если бы речь шла только о моряках, вот 24 человека, конкретные события, конкретные нарушения, преступления, там, приговоры, решения суда, вернее, решения, да? Путин бы мог их освободить совсем, вот как суд предписывал, без условий, просто отдать Украине 24? Ну, скажем так, если бы не начался переговорный процесс, как он начался, да, а продолжалась, скажем так, та политика, та парадигма, которой придерживалась предыдущая украинская власть, то есть такая жесткая конфронтация с опорой на Запад. Да, и с требованием без условий отдать людей. Да, то, да, может быть, это заняло больше времени, но в конце концов Путин был бы вынужден их отдать. И их, и корабли. Но при этом, скорее всего, за скобками бы остались и Сенцов, и Карпюк, и все остальные, кого передали в этот раз. А вот вы как верите, Юр, в то, что действительно там же санкции были, заход кораблей запрещен в порты, там, ну и так далее, так далее. Вот глядя на нынешний Запад, как-то не нахожу я там вот тех органов, которые должны быть железными, да, чтобы сказать Путину, все, твои корабли не заходят никуда, потому что ты не возвращаешь моряков и кораблей Украины. Ну, смотрите, по морякам же все-таки это мы условно политически говорим санкции. На самом деле по морякам была другая ситуация, было решение Международного морского трибунала. Да, и угроза. Это решение суда. Санкции ты в суд не конвертируешь. То есть санкции Запада, ты не можешь пойти с санкциями Запада и отсудить что-то у России в западном суде. А с решением Международного морского трибунала можешь. То есть это другие юридические основания. То есть поэтому здесь, к сожалению, это не была политическая воля Запада. Не мог Международный морской трибунал вынести иное решение.
Потому что имел место пиратский захват. Я имею в виду, сумело ли бы сообщество международное выполнить решение? Там дальше санкции шли. Решение судов международное сообщество выполняет, потому что другого варианта работы у международного сообщества нет. Потому что иначе тогда какие претензии к захвату сомалийскими пиратами кораблей? Да? Тогда разваливается вся система международной торговли. То есть без этой гарантии мореходство невозможно, судоходство невозможно. Поэтому это другая вещь. Это другая вещь, которая, к сожалению, с нами не связана. Поэтому мы связали, президент Зеленский связал вопрос обмена, который был выгоден России по морякам, с вопросом дополнительным, еще дополнительно какой-то небольшой группы людей. Вот за эту небольшую группу, да, моряков бы отдали когда-то там, может быть, они бы и потерпели, но благодаря тому, что вот эта ситуация с моряками возникла, удалось обменять еще 11 человек, которые ждать уже не могли. Мы видим, в каком состоянии вернулись люди после 5 лет содержания в российских тюрьмах, истязаний, моральных, физических пыток. Вот. Их действительно нужно было спасать. И очень важно, что были спасены сейчас именно те, кто сидел дольше всего. То есть это важный очень случай, когда те, кто были захвачены в заложники самыми первыми, они уже все-таки вернулись. Скажи, пожалуйста, то есть из твоих слов следует, что инициатором обмена был Путин, на самом деле, он был более более нужен ему? Нет, я не могу так сказать. На самом деле это двусторонний процесс. Безусловно, без активности Зеленского такой формат был бы невозможен. То есть, с одной стороны, Путин был готов идти на компромисс, но если бы Зеленский не вышел на него и не сказал бы, что мне нужны еще 11, да, то этого бы не произошло. Это минимальный формат. Мы видим в этом, что, безусловно, этот обмен шел под диктовку Путина. Это Путин определил, сколько людей он изволит отдать. И мы видим сейчас по всей истории обменов, что для Путина это вообще абсолютно фигура речи. Для него эти люди вообще не важны. Это просто цифры. Люди, которых он получил из Украины. Они абсолютно не важны. Смотрите, вот был обмен, вариант обмена в 2018 году. То же самое предлагал, когда Порошенко многократно. Был обмен, формула обмена 225 на 600 с чем-то мы отдавали. Хотели забрать 225 людей. Путин от этого отказался, хотя тоже многократно давал гарантии нормандской группе, что он это сделает, что обмен всех на всех зайдет. Потом они дали второй вариант, еще более усеченный. 92 на определенное число людей, которые мы должны были выдать. Они хотели забрать 92 и были готовы определенное число людей отдать. Либо такое же, либо меньше, но требовали 92 своих. То есть вначале требовали 225, потом сказали, нет, часть ваших заложников нас не интересует, часть наших пленных нас не интересует. Сказали, верните нам 92. А сейчас мы видим, Путину эти 92 тоже им наплевать. Он говорит, окей, 35, чтобы вам много не отдавать ваших, мне достаточно вернуть моих 35. Все, его ничего не волнует. Чистая игра. То есть, если бы Путин был нацелен на действительно то, чтобы вернуть россиян, вернуть тех предателей украинцев, которые перешли на сторону России, он бы вернулся к изначальному варианту 225 на 600. Нет, 225, говорит, не надо, пусть еще сидят, мне не жалко их. 92, нет, тоже пусть сидят. Давайте нам 35 достаточно. Мы заберем нескольких своих военных, заберем там еще каких-то террористов. Окей, остальные пусть еще сидят, нам еще нужно с вами торговаться. То есть на моряков все-таки он должен был обязательно отдать, и под таким соусом это для него было неплохо, он получал взамен 1 к 1. Да, а Зеленский за это еще и забрал 11 людей, которые не были моряками и просто сидели дольше всех. Просто здесь какая ситуация? Моряков он обязан был отдать, но находясь, скажем так, в рамках той риторики, которая озвучивала Россия, он не мог их отдать по решению суда, что Россия суду какому-то он не мог их отдать именно по исполнению приказа трибунала. Поэтому добавили еще, назвали большим обменом, и вроде как гуманитарный акт, а не вынужденные меры. Я хотел давно у тебя спросить, Кирилл, как у военного эксперта все-таки, это, наверное, твоя первая профессия главная, да? Нет, я журналист. Нет, я как журналист, но из журналистики своей жанры и отрасли, да? Вот как ты думаешь, этот вопрос вставал и много раз на всяких дискуссиях и так далее.
Он просто звучит. А почему наши моряки не стреляли в ответ вообще, когда их захватывали? Я думаю, что просто при планировании этой операции такая возможность не допускалась. Это все вопрос планирования и отдачи приказа. На самом деле, к этой операции у меня лично вопросы именно в военном плане. То есть в достаточно бурный период времени через Керченский пролив посылают, по сути, речные катера. Для обеспечения их перехода, поскольку они речные, к ним добавляют буксир. Потому что иначе с речным катером что-то в море может произойти. Вот. Ну, сама по себе логика таких действий вызывает серьезные вопросы. Я как бы понимаю, что может быть стратегическая целесообразность показать, что украинский флаг может в законном порядке проходить через Керченский пролив. Считаю, что действительно политически в этом логику можно увидеть. Но с военной точки зрения это было организовано абсолютно безграмотно и без планирования негативных последствий. То есть предполагалось, что и экипаж так формировался, да, в принципе, мы же видим, люди многие молодые совсем, но это не спецназ, да, никакой, что они пройдут. Нет, как раз в этом, с экипажем вопросов никаких быть не может. Само по себе оперативное планирование было очень странное, оно вызывает вопросы, это какая-то неграмотность и желание подменить чисто демонстрационными действиями военную целесообразность. То есть военная составляющая этой операции, она была второстепенной по сравнению с политической. Как правило, когда такое происходит, риск и уязвимость операции возрастает на порядок. Мы видим, что в данном случае моряков не готовили к огневому контакту. Вот я про это... И на самом деле достаточно сложно было таким слабо вооруженным кораблям в случае какой-то рискованной операции оказать серьезное сопротивление. Они могли героически пожертвовать собой. В принципе, но насколько я понимаю ситуацию, задачи самопожертвования им тоже не ставилась. То есть им просто сказали плывите, а когда они запрашивали, что делать, им не сказали стрелять. Поэтому у них была, в принципе, они сохранили себе жизни. И приказ не нарушили. Приказ не нарушили. С другой стороны, конечно, это все равно достаточно... Для тех людей, кто это планировал, это достаточно такое пятно на биографии, с моей точки зрения. Потому что военное командование, которое таким образом распоряжается кораблями и людьми, оно, по-моему, плохо понимает, чем оно занимается. Решение, видимо, было политическое. Там еще есть один аспект. Все-таки по и Международной конвенции ООН по морскому праву, и по договору 2003 года о совместном использовании Керчи и Никольского канала, речь там идет именно о порядке мирного прохода. То есть изначально задачи идти не мирно не ставились. Да. Вот. Это очень важно, потому что если бы они начали стрелять, у России появились бы основания заявлять, что это вооруженная провокация, это нарушение Конвенции о морском праве. Такую задачу им не ставили, это очень важно. То есть это действительно была политическая акция, но просто игнорировать военную составляющую даже при проведении политических акций нельзя. Но тем не менее, они чуть не затопили вот этот российский сторожевой корабль «Изумруд», который столкнулся с другим российским кораблем сторожевым «Дон». Пробоина была такая, но вот по оценкам офицеров, моряков, если бы это судно было не настолько новым, а оно новенькое, и пробоина была чуть ниже, они бы утопили очень такое тоннажное судно по сравнению с ними. Перейдем к главному герою или антигерою этого обмена, антигерою, естественно, этого обмена, это господин Цемах, или товарищ Цемах, террорист Цемах, точнее будет так сказать. Вопрос его ценности для голландского правосудия, вообще для этого дела, для Украины, это самый дискуссионный вопрос, который порвал все интернеты, все фейсбуки и так далее. И спорили о том, ты был точно, Юра, первый, кто написал о нем публично, я это хорошо помню. Я тогда понял, что в курсе вообще всей этой ситуации, и я сам начал тоже это анализировать, но свое мнение я тут приберегу, это не я тут ведущий. Хочу вас спросить, сегодня, только что сегодня интервью вышло на УП, информация о том, что фамилия Цемаха прозвучала на переговорах об обмене сразу. Не только в последнюю неделю, когда задержка была, об этом сообщил помощник украинской правды, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, который занимался этим обменом со стороны ОП. Давайте послушаем его цитату и запытаем наших гостей.
Его фамилия была с самого начала. Могу подтвердить, что президент Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами. И все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования. По сути, вся эта информация, что Цемах является очень важным свидетелем и так далее, она происходит из СМИ. Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд. А что касается каких-то последствий политических, позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами. Это слова сотрудника Офиса Президента. Он лицо заинтересованное, страна заинтересованная. Поэтому я хочу спросить у людей независимых. Вот Юрий Бутусов, что ты думаешь по поводу ценности Цемаха, по поводу целесообразности его включения в этот обмен? Ну, если нужно спасти жизнь Олегу Сенцову, а именно таким образом Путин поставил вопрос, что если вы хотите вернуть Сенцова, вы должны отдать Цемаха, ну, безусловно, вопросов быть не должно. То есть, конечно, мы должны... Он Сенцова ни на кого менять не хотел. Все эти годы. Да, я просто знаю, он отказывался обсуждать, даже как Крым. Поэтому, безусловно, это того стоило. Значит, это нужно было делать. Вопрос с Цемахом был критичным, потому что не было изначально договоренности с голландцами об этом. Но надо отдать должное Андрею Ермаку и президенту Зеленскому, что вот за последнее время, за последние 2 недели были проведены переговоры, причем были привлечены, как мы сегодня узнали, и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, для того, чтобы получить максимально качественную экспертную оценку ситуации. То есть были проведены глубокие консультации, в том числе с Нидерландами, с европейскими представителями, с американскими представителями. То есть это серьезная дипломатическая работа, которая была проведена за это время, позволила, по сути, снять негативные последствия вот такой выдачи и правильно позиционировать решение Украины как вынужденное шантаж, ответ на шантаж ради спасения жизни человека. Поэтому в этом плане, поскольку был поставлен вопрос, что голландские следователи приехали в Киев, они опросили Цемаха, провели опрос, то есть мы формально выдержали эту процедуру и вернули Олега Сенцова. Да, в этом плане, безусловно, я считаю, что этот обмен был оправданным. Другой вопрос, что, скажем, в плане гуманитарном здесь вопросов никаких быть не может. Как и в политике, просто эта ситуация не может измеряться только какой-то конечной величиной. Раз мы вернули Цемаха, которого буквально 27 июня похитили из Снежного с оккупированной территории, то я думаю, что эта операция планировалась еще до прихода президента Зеленского к власти, то я считаю, что должен быть поставлен вопрос, что если Путин сейчас не принимает решение об освобождении остальных заложников, таким образом руководство страны должно предпринять аналогичные усилия для того, чтобы сформировать обменный фонд для освобождения и других украинских заложников. Хотел как раз про обменный фонд спросить. Вот в данный момент он у нас есть, сколько-нибудь большой, сопоставимый с теми цифрами, которых ты сказал, 400, например, человек, или его нужно добывать как-то? Смотри, обменный фонд у нас всегда содержалось в тюрьмах, задерживалось куда больше террористов, их пособников, чем такое число людей, которых задерживали на оккупированной территории. Но есть большая проблема. Для Путина количество людей не имеет никакой ценности. Они не интересны сами по себе. Ему интересны отдельные люди, когда мы берем в плен действительно каких-то особо важных для них людей. Вот как Цемах. Цемах, например, была очень громкая история, тоже резонансная, много было вопросов в июле 2014 года, когда обменяли Ольгу Кулыгину, соратницу Гиркина, сотрудника российских спецслужб, известную очень в Москве человека в российских спецслужбах. Поэтому ее взяли с оружием в руках, захватили, и огромные усилия Россия применяла для того, чтобы ее выменять обратно. В результате ее обменяли на 30 наших военнослужащих.
военнопленных. Да, она для них представляла интерес. Вот что, то есть важен вес. Важен вес и грубо говоря, влияние, цена. безусловно. Майора Старкова обменяли очень быстро на нашего майора, начальника разведки 81-й бригады тоже, Рахмана. Да, то есть обменяли очень быстро. А есть у нас ресурсы, ну, без конкретики, обладают ли наши спецслужбы возможностями добывать таких людей, на которых можно менять? Ну, вот, серьезно. Безусловно, идет война, и в этой войне возможно все. Если есть правильное планирование и правильная постановка задач. А действительно ли погиб военнослужащий в ходе этой операции? Да, я писал об этом в ходе вывода Владимира Цемаха через линию фронта. Погиб военный разведчик, военнослужащий, командир группы 74-го отдельного разведывательного батальона Александр Колодяжный. Его группа прокладывала маршрут безопасного прохода через минные поля, и вот ценой своей жизни Александр проложил безопасный маршрут для вывода Цемаха и обмена Цемаха на Сенцова. То есть жизнь Олега Сенцова имеет очень конкретное измерение. Второй военнослужащий при этом был тяжело ранен, потерял ногу. Почему переспрашиваю? Потому что разные писали, но эти полностью доверяю, я знаю, что это из первоисточников все. И вот я был на месте вывода, сам фотографировал это, то есть я был на месте событий. Скажи, пожалуйста, люди, которые принимали участие в этой фантастической крутой операции, скажем так, они награждены или будут награждены? Ну, понятно, это, наверное, не публичное награждение. Но... Государственным наградам представлены, насколько мне известно, все участники этой операции. Можно задавать вопросы по статусу этой награды. Я бы, конечно, всех представил к наивысшим наградам. Представлены все, кроме, наверное, 2 добровольцев, бойцов правого сектора, которые по статусу являются гражданскими лицами, но которые принимали участие в выносе раненых и в выводе Цемаха непосредственно с места подрыва группы. А что... Ну, это мне официальная информация. Как только сейчас будут реализованы указы, я смогу точно сказать, все ли достаточно отмечены. В общем, я просто, когда мы все это обсуждали, все же радуются, ну, понятно, да, освобождение, и об этих ребятах почти не говорили. А на самом деле, если бы не они, ну, не было бы ничего вообще. Если бы не этот герой, который погиб, и второй раненый, да, если бы не эти парни, которые рисковали свою жизнь, ничего бы этого не было, об этом даже не говорили бы. Сегодня то, что Олег Сенцов находится на свободе, это оплачено ценой жизни Александра Колодяжного и тяжелого ранения, инвалидностью второго нашего бойца. Безусловно, об этом президент Зеленский должен был и обязан был, с моей точки зрения, сказать в этот день у самолета, что это не только его личная заслуга и других людей, которых он назвал, а это еще и заслуга тех людей, тех воинов, которые, в общем-то, сделали возможным обмен. Поэтому я об этом написал статью, и очень важно, что у тебя это звучит на эфире. Об этом нужно говорить и помнить, даже если кто-то, может быть, забыл. Николай Полозов, к тебе вопрос теперь. Твое, как юриста, представление. Насколько важно было присутствие Цемаха? Хотя, стоп. Я хочу, чтобы мы послушали, вот как раз ты про Луценко сказал, про экс-генпрокурора. И была интересная цитата из него, то есть он оценил вот это, оценивает Цемаха на включение в обменный фонд, сказал, что вот могут быть проблемы в связи с этим. Сейчас мы послушаем и продолжим дальше. Для всех, кто шепчет или кричит об измене, хочу сказать, украинская сторона отложила обмен и сделала уже после моей отставки все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020-го будут судить первых 4 подозреваемых заочно. Конечно, эту карту обиды голландского общества, им же созданную, будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель – снять санкции ЕС против Российской Федерации, которые были введены именно после сбивания MH17. Противодействие этому – задача высшего руководства государства и МИД. Ну, Николай Полозов, ты согласен, что как бы ничего страшного не произошло, и что без Цемаха этот суд, в общем, ничего не потеряет? Нет, ну, скажем так, наличие Цемаха
вот как некого живого физического лица на скамье подсудимых, это, конечно, очень красочно, это показательно, это выпукло юридически, это дает возможность задать дополнительные какие-то вопросы, на которые он, в принципе, может не отвечать, да, при желании. И это дает такой элемент некого юридического судебного шоу, да, который также необходимы, в том числе и в международных судах. Но вопрос, что поставлено как бы на кон. Да? Цемаха опросили, сведения уже зафиксированы. Дал ли он какую-то конкретную информацию? Или он воспользовался своим правом не давать показания? Да? Это вопрос как бы дискуссионный. Но если действительно за Цемаха были, скажем так, Путиным отданы люди, которых он не отдавал, да, тот же Сенцов, но, конечно же, в этом случае ценность Цемаха как обменного материала существенно выше ценности Цемаха как свидетеля в международном суде. Ну, наверное, правда, да. И я думаю, что пусть Голландия теперь разговаривает с Россией. Они уже запрос сделали. Выдать, в принципе. Но, кстати, сотрудник Bellingcat сказал, что Путин его лично вытаскивал. Это лучшее доказательство того, что они участвовали в этом. Да? Ну, бог с ним, с Цемахом, в принципе, все понятно. Я хотел бы перейти к такой теме тонкой. Все время говорили, когда про этот обмен, говорили, ну что-то вот не похоже, что Путин, так вот, он же не гуманист какой-то, да, и что в обмен вот на Сенцова, которого он не хотел отдавать, он потребует политических каких-то преференций, то есть обмен людей на политические уступки. И что дальше, вот Зеленский же говорит, что дальше будем освобождать там крымских татар, других узников и так далее, что дальше уже Путин будет, что есть какие-то договоренности, типа закрытого пакта такого вот Молотова-Риббентропа, да, подковерного, о каких-то политических уступках по Донбассу. И есть такие намеки со стороны европейских политиков, которые начинают там рассказывать, что мы должны делать там не Россия, а нам и так далее. Насколько, как ты думаешь, Юр, политические требования могут стать частью переговоров по обмену заложников в будущем? Этого невозможно исключить, но, откровенно говоря, я пока не видел реальных подтверждений этим. Я тоже не видел, да. Только предположение видел, да. Там про Зеленского с момента избирательной кампании чего только не говорили, что он там марионетка, агент Кремля, сейчас сдаст все в России. Мы видим на самом деле ничего похожего. Если мы смотрим фактические действия, мы не видим на данный момент. Поэтому, если будут реальные шаги, которые говорят, что есть какие-то политические договоренности в обмен, ну, тогда об этом будут основания судить. На данный момент мы видим, что сделка, на которую Путин вынужденно шел по возврату моряков, была использована по максимуму и ограничивалась отнюдь не желанием украинской стороны, а ограничивалась самим Путиным. И я понимаю, что даже эти дополнительно 11 человек, которых освободили, Путин тоже не хотел их отдавать. Свои люди его не... Вот что показывает этот обмен, что свои люди, которые за Россию, за русский мир сражались, ругались, да, сидят у нас в тюрьмах, Россию не волнуют совершенно. Ну, там Вышинский его более-менее показывали. Там, они совершенно не волнуют Российскую Федерацию. Да? Они забрали Вышинского, который вообще не хотел отсюда уезжать. То есть для них это не имеет абсолютно никакого значения. Это чистый символизм. Слушай, Юра, у тебя еще один политический вопрос. Как ты думаешь, какие для тебя красные линии политические вот в этом стремлении к какому-то миру на Донбассе? Вот где та красная линия, которую наша власть не должна переходить, на твой взгляд? Нужно смотреть конкретно по ситуации. Вот Зеленский заявил, что он планирует провести развод войск по всей линии фронта. Вот я хочу видеть, какой будет конфигурация этого развода. Если этот развод будет ценой сдачи украинских населенных пунктов, да, это красная линия, которая, на мой взгляд, будет говорить о грубейших ошибках власти. И это та цена, которую я не готов отдавать. То есть линия фронта проходит прямо по населенным пунктам. Я не понимаю, как можно развести войска, например, в Зайцево. Да, во многих местах. Часть населенного, вот я был в Зайцево 4 дня назад. Я не представляю себе, как там можно развести войска. А кто будет обеспечивать безопасность этих людей, функционирование там всей инфраструктуры? Вот с одной стороны Зайцева находится детский садик, он на украинской стороне, а на той, которую контролируют российские оккупационные войска, школа.
Да, каким образом можно отвести войска? Кто будет обеспечивать безопасность? Я общался с местными жителями, они двумя руками только за то, чтобы украинские войска не уходили из этой зоны. Но представляете, как бы войска идут, скажешь, куда же вы вообще? Вы же наши войска. Безусловно, вот как было там Травнево, Гладосово, села, которые были длительное время никем не заняты, да, и это было состояние неопределенности, бесконтрольности, и люди от этого реально страдают. Я хочу перейти к Коле Полозову. Вопрос простой. Вот ты был все это время, возглавлял группу адвокатов пленных моряков и все время был в Москве, потому что там все происходило, ты там был. Вот каким образом представители российских властей с тобой общались? Каким образом тебя допускали к морякам? Как они вообще, насколько они мешают адвокатской деятельности и насколько они сильно давили на моряков? Вот что им пришлось там выдержать именно в плане такого давления силовиков российских? Ну, конечно, общение происходило исключительно в рамках процессуальных различных обстоятельств. Ну, скажем так, сначала они вообще не хотели никак общаться. То есть, когда мы уже вступили в это дело, когда началось формирование команды адвокатов, я позвонил в Следственное управление ФСБ. Сначала со мной не захотели разговаривать. Я говорю, вот я адвокат моряков, вот у нас такая ситуация. Потом уже перезвонили, сказали, давайте мы с вами поговорим. И со мной встретился руководитель следственной группы, подполковник Микрюков. Ну, у нас... ФСБшник. Да, это Следственное управление ФСБ, да, соответственно, там все сотрудники ФСБ. И с самого начала я как бы обозначил наши рамки. То есть я объяснил, что мы не будем играть в какие-то процессуальные игры, в кошки-мышки, что у нас есть четкая стратегия, что у нас есть четкое понимание, куда мы и как мы будем двигаться, что мы не позволим оказывать давление на моряков, да, и будем применять любые инструменты для того, чтобы они были в безопасности. И, соответственно, мы работаем только на создание условий для принятия политического решения. Потому что в ваши суды, в ваше правосудие мы не верим. Мы это все знаем, как это происходит. Делать вид, что у нас есть там независимый суд, никто не будет. Он со мной согласился. Мы договорились о том, что у нас будет рабочее взаимодействие, потому что я понимаю, у них есть своя работа, это им спустили. Там вообще, скажем так, тот отдел, который занимался делом моряков, они вообще занимаются совершенно другими вещами. То есть там кого-то из экономики выдернули, кого-то из каких-то других. Это была тоже для них такая нагрузка, они не любят громкие дела. Они любят делать все в тишине. В чем проблема взаимодействия с ФСБ и с СИЗО Лефортово? Крайняя закрытость. Например, там в СИЗО Лефортово созданы такие условия, что, например, без разрешения следователя адвокат в первый раз не может прийти к своему подзащитному. То есть он должен взять обязательно бумагу следствия. Но ты часто виделся с ребятами? Ну, у нас была поставлена такая, скажем так, такой минимум, что дважды в месяц адвокат обязан увидеться со своим подзащитным. И все ребята, которые с тобой в группе, в твоей группе, да. Другой вопрос, что там, бывает, что замораживают людей. То есть попадает человек в Лефортово, следователь бегает от адвоката, да, соответственно, адвокат не может зайти физически туда, в Лефортово, без разрешения. За это время человека ломают, и максимальное время, насколько мне было известно, 4 месяца не пускали человека к своему подзащитному. В суды он обращался, не в суды, просто морозили. Мы завели всех адвокатов за 1,5 недели. И тем самым, во-первых, мы довели до моряков как бы общую позицию, они ее приняли, они с ней согласились, каждый назвал себя военнопленным. Во-вторых, мы, скажем так, избежали ситуации, которая часто бывает в России. Это пытки, это физическое, это психологическое давление. Были попытки внутрикамерной разработки, то есть когда там подсаживали кого-то. Были попытки выводить на разговор моряков и развести их на признание вины и так далее. Все эти процессы удалось купировать, и это создало вот то ядро внутренней позиции, вокруг которой удалось выстроить уже внешнюю стратегию. То есть, с одной стороны, это решение Гаагского трибунала, с другой стороны, единство в позиции моряков, которые не позволят их растащить. Да, именно так. Потому что если бы хотя бы один из них признал вину, вот я вам точно говорю, никакого решения Международного трибунала не было бы. Это обусловлено тем, просто не все понимают, как это связано. Когда мы говорили о стратегии военнопленные, это вынудило российские власти делать обратные заявления. Мы раз за разом, каждый день говорили, они военнопленные, российские власти это отрицали.
И когда случился трибунал, обратилась, соответственно, украинская сторона в этот трибунал, россияне попытались сослаться на оговорку, которая присутствует в Конвенции ООН по морскому праву. По большому счету, это дело, может быть, и не могло рассматриваться в трибунале, потому что там содержится оговорка, что трибунал не рассматривает военную деятельность. У нас, к сожалению, очень мало времени. Еще хочется вопрос задать и тебе, и Юре. Я не могу не зачитать пост, который вот как раз в тот день освобождения записала Эльмира Аблялимова, написала. Это супруга Ахтема Чайгоза, одного из освобожденных до этого политузников. Я искренне рада за всех, кто сегодня оказался дома. Но я хочу напомнить о тех, кто продолжает оставаться в тюрьмах. Вот ее пост видите на экране. И далее 86 фамилий людей, украинских граждан, захваченных в основном на территории Крыма. И из 86 человек, 70 человек это крымские татары. Как мы знаем, из 35 обмененных только один крымский татарин, это Эдем Бекиров, слава богу, что он с нами. Но очень много людей, фамилий которых никто не знает, давайте честно говорить, в Украине практически никто не знает, остаются там. Каким образом, Николай, бороться за людей, не так раскрученных, как в мировом сообществе, как Олег Сенцов, не так известных, как моряки? Но это задача, прежде всего, украинского общества, это задача СМИ. Самый простой пример, это уже были такие акции. Вот есть 80 с лишним человек, сделайте их портреты, повесьте в Раду, чтобы каждый депутат, входящий в Раду, видел эти лица, видел их фамилии. Да? Развесьте их баннеры по улицам. Но этим же никто не занимается, никому это не интересно. Эти фамилии не муссируются, а их нужно постоянно повторять изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Да, один кинорежиссер, все понятно, но другой получил 17 лет тюрьмы, немного меньше, он просто не кинорежиссер, он же в этом не виноват совершенно, да? А вот как ты, как журналист, что ты скажешь, что делать? Безусловно, должна быть информационная политика в этом плане. Мы должны показывать. Это на самом деле важно, потому что мы видим, что повлияло на дело Сенцова огромный резонанс во всем мире. То есть, безусловно, те акции, которые проходили в поддержку Олега Сенцова, они просто беспрецедентные по своему масштабу и потому, что это действительно было такое общественное мнение, хорошо организованное, вплоть до того, что даже в самой Москве, на Московском кинофестивале поднимался этот вопрос. То есть вообще беспрецедентно. Поэтому, безусловно, должна быть информационная, должно быть давление общественное, должно быть давление государственное. Безусловно, мы должны понимать, что если страны Запада, так как они декларируют, как декларирует президент Трамп, Макрон, канцлер Меркель, то, безусловно, они должны понять, никакого диалога и политической разрядки в отношениях между Украиной и Россией невозможно без возвращения людей. То есть это обязательное условие? Если вы хотите действительно не на словах, а на деле помочь возвращению, то нужно дать Путину по голове и дубинкой санкций, ограничений для того, чтобы вернуть людей. Окей, пропишите план, что это первый шаг. Но пока люди сидят в тюрьмах, торговаться о политике невозможно. То есть это тот фактор, который исключает равноправный диалог. То есть у нас взяли заложников, в России те, кто завоюет за русский мир, абсолютно не нужны. Для них это у мусор. русских ресурсов в Крыму забирай сколько хочешь. Они берут, да, они могут, видите, мы увидели 80 человек в Крыму, они могут завтра взять еще 200. Об этом То есть они могут вернуть 80 и тут же взять еще 100. И это будет не менее болезненно для нас. Процесс может только санкциями прекратить, жестко. Абсолютно. То есть Запад должен показать, что это неприемлемая ситуация, политические репрессии. Поэтому, безусловно, если мы такой прецедент не создадим, история будет бесконечна. Она бесконечна. Вот сейчас как вернуть этих людей? Завтра они возьмут еще 10. Мы же видим, что это не 1, не 2, не 3, не 10 и не 20. Я что-то подумал тут. Да, извини, третье, я считаю, нам нужны военные меры, и должны работать спецслужбы. Ничто так не сработало, как Цемах на обмен Сенцова. Да. Мы понимаем, что это тот фактор, который тактически сыграл ключевую роль. Да, то есть та цена, которую Путин решил все-таки вот за этого отдайте нам. То есть уважают силу, правильно? Уважают силу. То есть война ведется во всех плоскостях. В информационной, экономической, политической, военной. И стратегия действий должна быть в каждой отрасли, а не ждать манну небесную, панацею, что кто-то сам, что-то само произойдет. И завершая нашу программу, еще хочу Коли с Полза спросить. У меня такая в голову мысль пришла, что вот просто забыли, за что сидит Сенцов формально. Ведь формально Сенцова обвиняли в терроризме и дали ему 20 лет тюрьмы.
Крымских татар, большинство, по крайней мере, из тех, кто вы видели в списке, обвиняют в терроризме, которого нет. Нет ни оружия, ни взрывчатки, ничего, ни пули, ни гильзы, да? И, в принципе, может быть, было бы правильно, если бы, ну, это, конечно, его личное дело, если бы Олег Сенцов, как вот человек незаконно и обвиненный в терроризме, возглавил бы такое тоже и публичное, международное и украинское движение за освобождение людей, которые получили там всего лишь чуть меньшие сроки, там 17, 15, 13 лет, которые обвинены в терроризме точно как он, вот эти крымские татары, вообще ни за что, ни про что, просто потому что так захотелось следствие. Вот как ты, человек, который, как ты говоришь, публичной адвокацией занимаешься, да, вот в этих делах всех очень много было такой публичности, понятно, что в судах там выигрывать невозможно. Вот как объединить нам усилия? Вот такой вариант возможен или какой-то еще что-то? Нет, я считаю, что, безусловно, те люди, которые прошли российские тюрьмы, которые не понаслышке знают, как это, что там происходит и какие там условия, конечно же, было бы очень хорошо, если бы они взяли на себя вот эту обязанность по адвокации тех, кто еще там остается. Как это делал Ахтам Чийгоз, как это делал Ильми Умеров, ранее освобожденный. Это придает вес этим словам, и это очень важно. Тем более, когда Олег Сенцов, лауреат Сахаровской премии, будет говорить о крымских татарах, будучи сам жителем Крыма. Да, на мой взгляд, это прекрасная история. Я благодарю наших гостей, блестящие, на мой взгляд, люди, адвокат, теперь уже украинский, Николай Полозов. Ты лицензию получил украинскую? Да, получил лицензию, уже открыл здесь адвокатское объединение. Вот так. Достоится только поздравить, но и нас тоже. Спасибо, Коль, что пришел. Спасибо, Юра Бутусов, блестящий журналист, аналитик. Я во многом на его мнение опираюсь в таких сложных вопросах. Спасибо, что пришли. Зрителям напомню, что неплохо было бы, если вы подписались на наш канал в YouTube. Там много всего интересного, эксклюзива, и в том числе и сегодняшнего эфира, как в нарезках, так и целиком. Все для вас. Спасибо, смотрите АТР дальше.